Здравствуйте, уважаемые рудничане! На дворе настоящий зной. И летний период у сотрудников ЗАГСа наступает также вместе с летними деньками. Традиционно свадебным пиком считается июль, август, сентябрь. И ежедневно с понедельника по пятницу можно подать заявление в территориальных отделах ЗАГСа, а также онлайн. Сегодня наша рубрика «Гильгекизмет» будет посвящена работе ЗАГСа. Об основных нюансах и деятельности этого государственного органа нам расскажет Алия Бахтиярова, руководитель данного органа. Алия, здравствуйте. Здравствуйте. Алия, скажите, вот работа отдела ЗАГСа, какие вообще она в себя услуги включает и какие новшества произошли в этой системе за последнее время? Регистрирующие органы осуществляют следующие действия. Производят государственную регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения брака, перемены отчества, фамилии и имени. Также оказываем государственные услуги населению в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Это внесение исправлений, дополнений, изменений, восстановление, аннулирование записи актов гражданского состояния, выдача повторных свидетельств и справок. Сколько было зарегистрировано браков в Рудном за прошлый период и сейчас, получается? И вообще какая-то есть тенденция, статистика на снижение или, наоборот, на увеличение идет? За аналогичный период прошлого года и этого года количество зарегистрированных браков, примерно количество одинаковое, но лето – это, как всегда, сезон, пик регистрации браков. А с расторжением браков как это сделано? Расторжение брака, сейчас, если расторжение брака производится через суд, то есть если супруги имеют несовершеннолетних маленьких детей или спор об разделе имущества, то расторжение производится только в судебном порядке. В этом случае получение свидетельств о расторжении брака отменены. То есть решение суда – это и есть документ о расторжении брака. В органах, регистрирующих, расторгается брак, если супруги не имеют несовершеннолетних детей и нет спора об имуществе. Тогда они могут подать заявление или в отделе РАГС, в местных исполнительных органах, или посредством госкорпорации, портал электронного правительства. Подается заявление обоими супругами и назначается месячный срок. В назначенный день супруги приходят вдвоем и получают свидетельство о расторжении брака. Но у нас количество расторжений брака увеличивается с каждым годом или все-таки уменьшается? Отдел РАГС такой прям статистикой не обладает, но это все идет как-то на уровне. Нет такого всплеска расторжения брака, такого нет. Вот вы рассказали про процедуру расторжения брака, теперь про регистрацию. Как вообще все происходит, с чего все начинается и поэтапно. Регистрация заключения брака производится регистрирующим органом на основании совместного заявления о вступлении в брак. Если молодожены вступают в брак первый раз, то у них только должно быть удостоверение личности, должны иметь электронно-цифровую подпись и подают заявление посредством электронного портала правительства. Оплачивают госпошлину. Сейчас госпошлина в размере 1 МРП, это 3063 тенге. И через месяц приходят вдвоем, при себе имеют удостоверение личности и регистрируем брак. Если брак повторный, то есть ранее состояли супруги? Если супруги ранее состояли в браке, то они должны предоставить документ предыдущего брака. Это или свидетельство о расторжении брака, или решение суда с отметкой, что вступило в законную силу. Какие условия существуют при вступлении в брак, именно сокращение срока? То есть чтобы не месяц молодожены ждали, а значительно короче. То есть при каких условиях брак возможен раньше? По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, при наличии уважительных причин, беременность или рождение ребенка, то месячный срок можно сократить по желанию вступающих в брак. А что касается несовершеннолетних, здесь какие условия? Брачный супружеский возраст устанавливается для мужчин и женщин в Казахстане с 18 лет. Регистрирующие органы могут сократить супружеский возраст на срок не более 2 лет, но при наличии уважительных причин – это беременности или наличии совместного ребенка. Ходатайство подается законными представителями или попечителями несовершеннолетнего ребенка.
На каком основании у нас вообще заключается брак и в каких органах он регистрируется? Государственная регистрация заключения брака, супружества, производится регистрирующими органами на основании совместного письменного заявления о вступлении в брак. Государственная регистрация заключения брака производится в любом регистрирующем органе на территории Республики Казахстан по желанию лиц, желающих вступить в брак. Заявление о вступлении в брак супружества подается за месяц до государственной регистрации заключения брака. Государственная регистрация заключения брака производится регистрирующим органом по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о вступлении в брак. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Огромное вам спасибо за интервью. На этом мои вопросы закончились. Уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить, что данная рубрика будет постоянной. Если у вас возникнут вопросы по работе государственных органов, вы можете оставлять их в социальной сети Instagram. А на этом у нас все. До новых встреч и берегите своих близких. Вот ставите здесь свои региональные фамилии. Здесь еще. Алексей. В соответствии с законом о браке, супружестве и семье Республики Казахстан, ваш брак зарегистрирован. Теперь вы муж и жена. Вручаю ваш первый совместный документ, свидетельство о заключении брака, желаю вам здоровья, счастья, доброты и теплоты. Будьте всегда рядом друг для друга, опора и поддержка. Спасибо большое.